Добрый день, меня зовут Ариана Рязанская, я ученица 4 Г класса Маленской школы имени Владимира Петровича Ларионова. Представляю свой исследовательский доклад «Наши питомцы якутские кролики». Домашние животные имеют огромное значение в жизни каждой семьи и человека. Ученые доказали, что время проведения с питомцем – это прекрасное лекарство от стресса. Якутия является самой северной и холодной частью нашей страны. Зимой у нас минус 60. При таких температурах выживает очень мало видов животных. Мы знаем, что нашу зиму легко переносит якутская лошадь. Но я сейчас представляю вам феномен наших питомцев – кроликов и Питера и малыша, которых мы назвали якутскими кроликами. Цель моего исследования – наблюдение за повадками кроликов зимой и сбор информации о них. Чтобы узнать, насколько актуальны и насколько другие люди знают о кроликах, мы провели исследовательский опрос. В опросе приняли участие 101 респондентов. В опросе вы можете посмотреть на видео. Как показал опрос, большинство людей не знакомы с питомцами кроликами. По итогам опроса я сделала вывод, что большинство не знают про кроликов. Поэтому хочу рассказать ребятам, например, в классном часе или вывести этот доклад в социальную сеть. У нас живут кролики породы белый великан. Они относятся к мясошкурковым породам. Это альбиносус с красными глазами. Живая масса примерно 5-6 килограмм. Волосяной покров белый, за это и они получили свое название – белый великан. Это спокойный зверек, не любит одиночество. Живут они в фермах, но оказалось, что они легко могут жить во дворе, на улице, даже в наши морозы. Для этого нужны два фактора – это питание и нора. Кормление разделяется на 3 вида – это зеленый корм, твердый корм и сено. Далее мы сделали пирамиду питания. На одного кролика в день необходимо 300 грамм твердого корма, зелень и неограниченное количество сена. Зимой мы кроликам не даем воду, так как они хорошо переносят зиму, вместо воды снег. Воду начинать давать, когда на улице потеплеет от 5 градусов. Чтобы кролики не заболели, нужно соблюдать гигиену. Через день убирать их фекалии. Зимой, чтобы кролики не заболели, нужно соблюдать гигиену. Через день убирать их фекалии. Зимой нору нужно забить сеном. Они не боятся нас и нашей собаки. Не убегают, ходят только по своей территории, что показывает, что они совсем не глупы. Всегда подбегают к нам навстречу, как собачки, и знают свои клички. Нам интересно было научиться понимать характер этих животных. Мы внимательно наблюдали за их действиями. Кролики выражают свои чувства с помощью поз, движений, манеры поведения. Стоит столбиком, проявляет любопытство, но та же поза может означать, что кролик учуял лакомство. Пронзительно кричит, если ему страшно, испугался или ему больно. Сопит, выражает недовольство. Когда стучит лапкой, кролик недоволен, что-то ему не нравится. Спокойно лежит на животе, чувствует себя в безопасности, дает себя гладить, значит, он не боится вас. В заключение хочу сказать, что особенности зимнего размножения питомца и животных позволяют и получить крепкое и выносливое потомство. Главный пример тому наши якутские лошади, а также наши новые якутские кролики. Морозный воздух полезен для укрепления иммунитета. На открытом воздухе погибает большинство инфекций, отсутствует аммиачное испарение, и животные дышат качественным воздухом. Моя работа имеет большое практическое значение. Думаю, что многие ребята заинтересуются разведением кроликов на улице. Проведя наблюдение за кроликами, я дальше смогу применять ее на практике в быту. Мой материал может быть использован на уроках окружающего мира и на классных часах. Не бойтесь разведения питомцев кролика и вообще любого питомца. Если за ними хорошо, качественно ухаживать, относиться к ним уважительно, то они принесут вам море позитива, научат вас любить, заботиться, и вы никогда не будете одиноки. Спасибо за внимание!